с историей баловаться опаснее, чем со спичками и с динамитом. Мы тогда писали, что тот путь, который избрала российская историческая наука, унаследовав те рельсы проложенные еще с 20-го съезда 1956 года, приведет в конце концов, мы прямо писали о вступлении Финляндии в НАТО. Это было прямо написано. Вот это и состоялось. Я, конечно, понимаю, зачем финнам нужно было уменьшать свои потери в советско-финской войне 1939-1940 года в 10 раз. Но я не понимаю, зачем советским, а потом российским историкам нужно было выдувать собственные потери в 3 раза. Интерес финнов мы знаем. Он явен. После поражения не только финнов, а всей Европы. 1945 год закончился такой военной катастрофы для того, что сейчас называется объединенной Европой, что без масштабной пропаганды выстроить какие-нибудь блоки против Советского Союза было бы невозможно. Европа была напугана мощью советской армии, мощью советского государства и советской армии. Вот книгу мы начали именно с советско-финского конфликта 1939-1940 года. Интерес финнов понятен, да, им нужно было там дух храбрости, мужественности в сынах Суоми возбудить, показать их стойкими бойцами, героически сопротивлявшихся агрессии, советской агрессии. Здесь все понятно. Непонятно, зачем еще советской историографии, еще советской, понадобилось снять Ворошилова с должности наркома обороны СССР за провальную подготовку к советско-финской войне. Можно было подумать, что, можно думать даже, но это и справедливо в большей степени, что историю и советско-финского конфликта, и Великой Отечественной войны, особенно начального периода, сочиняли отъявленные фрики. То, что называется в научном сообществе фрики. Ну, на примере снятия Ворошилова за провал в советско-финском конфликте с должности наркома обороны. При этом Климент Ефремович Ворошилов оказывается на должности заместителя председателя Совета народных комиссаров, вице-премьеров, должность выше. В честь его, называя имя Ворошилова, присваивается Академии Генерального штаба после войны. И Ворошилов становится председателем Комитета обороны, то есть прямым начальником нового наркома обороны Тимошенко. Вот это снятие. Только эти факты биографии, а это было закреплено еще в советской историографии, не в российской даже, а еще в советской историографии. Только эти факты позволяют относиться к историографии предвоенного, военного, да вообще сталинского времени. Но это вы не найдете ни одного историка, который бы не заикнулся и прямо не сказал бы о снятии Ворошилова с поста наркома обороны за провал в финской войне. Вообще ни одного не найдете. Все самые остепененные кандидаты, доктора, профессора, академики, которые занимались этим вопросом, публиковались по вопросу советско-финской войны, в один голос говорят о снятии. При этом должности, да, Ворошилова, еще орден Ленина, крейсер в его честь был назван. К этим людям можно вообще фактически относиться, к тем, кто сочинял эту историю, как к фрикам. Но если еще будем касаться Ворошилова, это неспособность его командовать фронтами Великой Отечественной войны, за что он был снят с командующего Волховским фронтом, и больше ему не доверяли командовать фронтами. Ну, извините, командующий фронтом, например, Рокоссовский, он не был членом Ставки Верховного Главнокомандования. Он не был заместителем председателя правительства. И в конце концов он не был
членом Государственного комитета обороны высшего властного органа года Великой Отечественной войны, который первые годы существовал в составе 5 членов. Сталин председатель, Молотов заместитель, Ворошилов, Маленков и Берия. Исходя даже из состава Государственного комитета обороны, Ворошилов был главным военным после наркома обороны и председателя Ставки Сталина в стране. Должность члена ГКО и командующего фронтом – это 3 порядка. Это ступени 3 порядков. Но, кроме того, после снятия с командования Волховского фронта Ворошилов почему-то координирует, когда ему уже перестали доверять командованию фронтами, он координирует действия фронтов в операции «Искра» при снятии блокады Ленинграда и координирует действия фронтов в Крымской операции во время освобождения Крыма. Зачем все это было сделано? Почему все это было сделано? Да, с 1956 года в нашей историографии, согласно задачам, поставленным решениями 20-го съезда КПСС, в докладе Никиты Сергеевича Хрущева, начался пересмотр всей истории ленинского и сталинского периода, всей истории СССР. В решениях 20-го съезда прямо записано написать новые книги, учебники, работы, снять новые фильмы по истории Октябрьской революции, довоенного периода и самой Великой Отечественной войны. То есть прямым текстом было объявлено о переходе КПСС, ну, естественно, историографии, как одного из идеологических инструментов правящей партии к политике ревизионизма. И по этим рельсам, именно по этим рельсам приехали к специальной военной операции и к расширению блока НАТО. Именно по этим рельсам мы приехали. Ну да, еще Фридрих Энгельс писал: буржуазия фальсифицирует все, в том числе и историю. Да, это действительно. Любому государству нужна своя история в качестве главной идеологической подпорки этого государства. Это действительно. Это можно считать даже нормальным. История государства – это на истории государства основанная политика границ государства, политика международных отношений государства, воспитание своих граждан. Все основано на истории государства. Но Советский Союз, а потом и Россия – это действительно невиданное в истории государства. Это пример, наверное, примера такого в истории человечества нет. Примера существования таких государств. Советский Союз, да, это первое социалистическое государство, но мы не говорим о социальном строе. Это первое государство, которые начали писать свою историю под диктовку своих же противников. Под прямую диктовку своих же противников. Особенно это касается молодого российского государства, возникшего на обломках Советского Союза в 1991 году. Российская Федерация первая из существующих в мире государств, которая написала свою историю под прямую диктовку своего, как выражается нынешний президент, геополитического противника. Это первое в мире государство, чиновники от науки которого прямо с подачи самой же власти сочинили историю правопреемности от преступного государства.
Российская Федерация получила границы, международные договора, место в системе международных отношений, естественно, от Советского Союза. Но это отрицать никто не будет. Мы живем еще до сих пор, уже, правда, в разваливающейся Ялтинской системе. Последние международные договора по границам, да, были заключены еще при Сталине. Это Калининград, самое яркое, и Курилы. Мы получили все еще от Сталинского СССР. При этом наше государство умудрилось признать то государство, от которого оно все это получило, преступным. К чему это приведет? Мы будем говорить, что мы еще не понимаем, чем закончится СВО. То, что, конечно, Россия не потерпит поражение прямое военное, это однозначно, в этом мало. В этом можно не сомневаться, это вряд ли. Там гарантия ядерного оружия еще. Но на этом все не закончится. Я вас уверяю, на этом все не закончится. Мы зашли слишком далеко. Ну а насчет сталинского режима, которому приписали бессудные массовые расстрелы 656 тысяч человек в 1937 году, это прямая фальсификация, сочиненная. И начали сочинять это все еще в гитлеровской Германии. Причем гитлеровский режим напрямую приписал сталинскому режиму то, что они делали сами. Этого прямо в книге «В миф о большом терроре» нет. Я кое-что специально для этой книги удержал в расчете на полемику с теми, кто рискнет в открытую опровергать мое утверждение о том, что большой террор 1937 года – это наглейшая антисталинская провокация. Но это все сочинялось еще в гитлеровской Германии. Потом по наследству все это перешло к нашим американским собратьям, в Гуверовский институт Стэнфордского университета. Виднейший деятель, которого мы знаем, который именно разрабатывал большой террор, это Роберт Конквист. И уже на основе разработок Роберта Конквиста в конце 80-х, в начале 90-х годов был сочинен основной массив документов о большом терроре. Но это я к чему? Сейчас на Украине, я живу в этой теме до сих пор, сейчас на Украине продолжается масштабная работа, и, скорее всего, она уже идет к завершению, эта работа, по подготовке комплекса документов, которые послужат обвинением еще сталинскому режиму в массовых бесплодных расстрелах украинцев на территории Украины, естественно, да, московской властью в 1937 году. Фактически, я думаю, уже практически завершается эта работа. Мы еще будем ожидать, что так называемое международное сообщество объявит, что коли Россия правопреемница Советского Союза, а сталинский режим будет этим международным сообществом на основе этого блока документов признан преступным наравне с нацистским режимом в Германии, еще объявит о недействительности международных договоров и международной системы, выставленной при Сталине. Это нас еще, скорее всего, ждет. Ну, потому что, судя по объему работы, которая проводится на Украине, это очень хорошо финансируется, и никуда это зря не уйдет. Примерно на такие же грабли наступили в 1989 году, когда были вброшены во время первого съезда народных депутатов СССР, проводимого в 1989 году, фальшивки о секретном пакте Молотова-Риббентропа. Фактически, по нынешнему нашему российскому законодательству
признание существования секретных протоколов к договору между Германией и СССР 1939 года – это реабилитация фашизма. За это полагается по нынешнему российскому законодательству уголовное преследование, потому что приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге вина за развязывание Второй мировой войны, за агрессию в Польшу возложена на Германию. Признание существования этих секретных протоколов, соглашение между СССР и Германией о разделе Европы, возлагает вину за развязывание Второй мировой войны и на СССР. Это пересмотр приговора Международного военного трибунала. О Катыни мы говорить не будем даже, да? Мы с вами наблюдали все нулевые годы и десятые годы разнузнейшую, я даже не могу подобрать адекватного определения для того, что творилось, разнузнейшую, бессовестнейшую, так называемую научно-историческую полемику между группами историков, которые возлагали вину за расстрел поляков в Катыни на Советский Союз, и между теми, которые якобы отстаивали честное имя коммунизма и Сталина и возлагали все это на Германию. Началась эта полемика со знаменитой книги, очень популярного у того, что мы называем левым сообществом, писателя-историка Юрия Игнатьевича Мухина «Катынский детектив», в котором он вывел катынский эпизод из приговора Международного военного трибунала. Мухин прочитал текст приговора МВТ и не нашел там катынского эпизода. Ну, это я не знаю, чей шпион Юрий Игнатьевич, хотя он очень уважаемый среди так называемых людей левых взглядов, патриотов, за то, что он себя позиционирует сталинистом, коммунистом даже. Правда, у него оригинальный коммунист. Не знаю, чьим шпионом является Юрий Игнатьевич Мухин, но именно с его работы началось это разнузданное бесстыдство. Одни доказывают, что немцы расстреляли, другие доказывают, что это чекисты наши расстреляли по приказу Берия. В конце концов, вся эта полемика увела всех нас от самого приговора Международного военного трибунала. Проблема в том, что трибунал в Нюрнберге работал не по советскому законодательству, а по англосаксонскому, в котором приговор основывается на обвинительном акте. И в самом тексте приговора МВТ русским языком написано, что все эпизоды в связи с объемностью обвинительного акта, в связи с объемностью преступлений не были включены в сам текст приговора. Даже в тексте приговора есть. В тексте приговора приведены лишь некоторые примеры преступлений гитлеризма. Лишь некоторые примеры. Это в тексте. По Катыни было предъявлено Герингу, что касаемо самого текста приговора. В тексте приговора написано: все обвинения, указанные в обвинительном акте, по всем обвинениям, указанным в обвинительном акте, вина Геринга признана. Фактически отрицание расстрела гитлеровцами поляков в Катыни – это пересмотр приговора МВТ, который пересмотру не подлежит. Мы сами руками
своих же так называемых левых патриотических историков, которые влезли в эту полемику. Там нечего доказывать, все было доказано чрезвычайной комиссией советской чрезвычайной комиссии, которая разбиралась с этим. Там нечего было доказывать. Там нужно было требовать суда над теми, кто признал за Советским Союзом вину в расстреле поляков. Это пересмотр приговора МВТ. Мы своими руками, страна больше всего пострадавшая от фашизма, мы своими руками запускаем пересмотр, да? Пересмотр переговоров нацизма в Нюрнберге. Но мы пошли еще дальше. 90-е годы. Пик популярности, будем говорить уже английского историка Виктора Суворова-Резуна. Прямо в 90-е годы. Все было завалено у нас. Ну, и у нас и теперь в книжных магазинах, я думаю, еще можно найти. Книги Резуна. Ну, «Ледокол», да, самая знаменитая его книга, по-моему, она первая появившаяся у российских читателей. Гитлер нанес превентивный удар по Советскому Союзу. Нападение на Германию готовил Сталин. В этом безумном государстве, в котором мы живем с 90-х годов, власть ухитрилась забить книжные магазины, библиотеки и саму историографию. У нас до сих пор масса историков со степенями, работающих в исторических учреждениях, которые придерживаются версии Суворова. Власть своими руками позволила распространиться идеи о виновности Сталина в развязывании войны с Германией. Причем первоисточником этого обвинения является сам Адольф Гитлер. Причем мы даже не будем возлагать эту вину именно на российскую власть. Если вы откроете любое советское издание 60-х годов по истории Великой Отечественной войны, многотомник истории Великой Отечественной войны, вы там найдете сведения о вооруженных силах Германии, взять со ссылкой на труды Мюллера Геллебранта, известного немецкого ученого, попутно полковником Бундесвера. Вся историография Великой Отечественной войны, начиная с 60-х годов, в том, что касается сведений о вооруженных силах Германии, основывается на работах Мюллера Геллебранта. Чем думали руководители, в том числе высшие военные руководители Советского Союза, вбросив в нашу историографию пропагандистско-идеологические сочинения своего противника, прямого противника, Мюллер Геллебрант служил в Бундесвере, член НАТО, можно только гадать. Но, скорее всего, они пытались обосновать вину Сталина в неготовности страны к войне. Причем вы в этой книге найдете, что первым это начал делать не Хрущев, а человек, памятник которому стоит в Москве. Человек, который там сидит на лошади, привстав на стременах. Именно за Георгием Константиновичем Жуковым лежит приоритет в пересмотре настоящей историографии Великой Отечественной войны. Вы найдете документы в этой книге. Что получилось?
Но основываясь на работах Мюллера-Геллеванта, советская сторона признала, да, историчность этих работ как фактических. Ну, у них получилось, что Германия напала на Советский Союз совершенно незначительными силами. Хотя потом, наверное, Амир, вы скажете, по тем же танкам, по численности танков в танковых дивизиях, общей численности танков, Мюллер-Геллебрант поделил их ровно на два. Ровно на два поделил. И мы нашли сведения о реальной численности танковых дивизий Германии на момент нападения на Советский Союз. Число танков у немцев было ровно в 2 раза выше. Ну и плюс к тому, согласно Мюллеру-Геллебранту, половина танков было Т-1, Т-2, устаревшие танкетки. Что тоже не соответствует действительности. Причем советские историки, в том числе историки Генерального штаба, имели на руках реальные сведения о численности танковых дивизий. Еще во время войны имели. В 1941 году. Еще небольшое дополнение, то что немцы после разгрома Франции как трофеи забрали у французов. Это по той же самой немецкой историографии, которая потом перешла в советскую, что немцы не использовали трофейные французские танки на Советском фронте. Правда, фотографий этих французских танков по интернету сейчас в товарном количестве, причем там, где танков якобы у немцев вообще не было. Ну вот я основываюсь на этом, на численности советских вооруженных сил, да? На численности немецких вооруженных сил и вооруженных сил Германии, их союзников, которые предоставил Геллебрант. Ну, Суворов показывает, что Германия к войне, к нападению на Советский Союз не готовилась. Численности и сил Германии, численности войск и вооружений в Германии для нападения не хватало. Виктор Суворов, это перебежчик, конечно, ну, мало кто не знает, всего-навсего ударил по нам тем, что ему выдала сама же наша военно-историческая наука. Просто-напросто. Но российские историки, конечно, пошли еще дальше. Они пошли еще дальше. Ну, ныне самый известный, особенно известный в левых кругах, почему-то его именно левые особенно любят. Я оговорюсь, не надо путать левых с коммунистами. Мы, например, коммунистическое движение, мы не принадлежим к левому российскому движению. Левое российское движение, в том числе все другие организации, кроме нашей, называющей себя коммунистической, это откровенная социал-демократия. То, что раньше в начале века называлось социал-демократией, когда из социал-демократии выделилось коммунистическое движение и стало враждебным, то все это сейчас называется левым. Вот у наших левых почему-то особенно популярен Алексей Валерьевич Исаев, кандидат исторических наук, директор Института военной экономики, Генштаба, Министерства обороны. Я не знаю, чем руководство нашего Министерства обороны, принимая таких типов к себе на службу, но что-то после того, как знакомишься с деятельностью вот этих типов, судьба даже специальной военной операции уже представляется под вопросом. Что сделал Алексей Валерьевич Исаев? Он, кажется, первый выпустил монографию с опровержением доводов Суворова. Ну, на этом он заработал благодарность российской читающей публики, интересующейся вопросами истории.
Что получилось у Исаева? И дальше все это развилось в массе, в огромнейшей массе работ. Что получилось у Исаева? Ну, раз у немцев было так много танков, ну, по Мюллеру Геллибранта 200 танков на дивизию, на танковую дивизию, то нужно решать как-то вопрос, почему эти слабые, откровенно слабые немецкие танковые дивизии разгромили советские мехкорпуса, которые на фоне настолько слабых немецких дивизий, да, просто не могли потерпеть поражение. Но получилось изумительно, вот просто изумительно. Получилось, что недоразвитые унтерменши, красные командиры и бойцы и советское высшее военное командование мало того, что ошиблось с идеей мехкорпусов, с их комплектованием, применением, так у нас еще не командовать танковыми подразделениями никто толком не умел, не воевать на танках, и в составе танковых подразделений у нас никто не умел. Мы во всем уступали немцам. Еще и учились. Да, еще и учились. Ну, если, конечно, силы немцев поделить в 2 раза, это только по танкам. Что там было по остальным видам вооружений, теперь уже вряд ли докопаешься. Но если Мюллер Геллибрант по танкам в 2 раза поделил, то по пушкам, да, по авиации, по пехоте, по-другому, там остается только гадать. Если силы немцев настолько незначительны, а наши настолько велики, берем наши, да, реальные силы, почему-то у нас за реальные силы весь хлам, который числился в штате танковых корпусов, который из парков даже не выехал на поле боя, посчитали уничтоженные немцами. Если все это поделить, ну и то, как все это можно обосновать, да? Только неумением воевать. Вот только неумением воевать. И на этом основана современная российская историография. Чтобы весь 41-42 год во всем уступали немцы. В качестве вооружения, в применении вооружения, в подготовке личного состава рядового, младшего командного командиров. Мы во всем уступали немцам. Мы учились у них воевать. Если же смотреть на реальную картину, на силы немцев, реальные, если изучать документы, мы выбрали все, что можно по боестолкновениям, по тем же танковым корпусам, там, где было возможно зафиксировать потери сторон, там, где в нашем командовании было возможно зафиксировать потери сторон, любое боестолкновение с зафиксированными потерями заканчивалось в пользу минимум 1-3 в нашу пользу. Даже по разгромленным танковым корпусам. Наши разгромленные танковые корпуса, теряя матчасть, выходили из боя. При этом потери в личном составе относительно потерь немцев были минимум 1 к 3. Ну а чаще 1 к 5, даже 1 к 7. Вот такая была подготовка бойцов и командиров Красной Армии. Если все это соотносить с реальной силой, с которой на нас обрушилась немецкая Германия, фашистская Германия. И до сих пор никто нам не может представить военную доктрину СССР, с которой страна вступила в Великую Отечественную войну. Вот эта военная доктрина валяется под ногами, она вот просто валяется под ногами. По ней ходят ногами кандидаты, доктора, профессора, академики, все военные историки, они ходят по ней ногами и ее просто не замечают.
как Никита Сергеевич Хрущев сказал на 20-м съезде, нам при Сталине было принято, что мы отступали до Москвы и Сталинграда согласно плану стратегической обороны, да, то есть мы так заманили немцев до Москвы и Сталинграда, ну, все это вранье. Все это было названным враньем. Оказывается, до 20-го съезда история Великой Отечественной войны была совершенно другой. Да, действительно, отступление от границы было по плану стратегической обороны. Никто никогда из советского руководства и советского высшего военного командования не планировал гнать немцев от границы, удержать немцев у границы. Мы готовились вступить принять бой с фашизмом, отступая вглубь территории, причем отступая очень далеко. Та же Можайская линия обороны, знаменитая, она начала строиться еще до Великой Отечественной войны. Вот там, где приняла бой дивизия Панфилова, та линия начала строиться до Великой Отечественной войны. Мы нашли документ, где план Можайской линии обороны обозначен маем 1941 года. А как известно, война у нас началась в июне. То есть в планах уже с мая, еще за месяц до начала войны, уже был план строительства Можайской линии обороны. На последнем предвоенном съезде партии, на 18-м съезде партии, директивой к 5-летнему плану прямо запрещалось строительство новых предприятий в западных районах, в Москве, Ленинграде, Киеве, Харькове, вплоть до Урала. Прямо указывалось на необходимость развития запасной промышленной базы за Уралом, в Средней Азии, в Сибири, на Дальнем Востоке. Прямо указывалось на случай непредвиденной ситуации в войне. Более того, за месяц, если не ошибаюсь, до начала войны переиздается известнейшая книга, ну, это статья в виде книги, Михаила Васильевича Фрунзе «Военная доктрина Красной Армии». За месяц до начала войны специально переиздается эта книга. Причем эту книгу, эту статью Фрунзе цитируют все. Все, кто занимается историей советских вооруженных сил, военных конфликтов, да, все цитируют военную доктрину Михаила Васильевича Фрунзе, в которой прямым текстом написано то, что будет происходить в 1941 году. Именно Михаил Васильевич Фрунзе первый выдвинул идею отступления в случае нападения со стороны Европы, да, армии, превосходящей по силе советскую, отступление вглубь территории. Причем отступление далеко. Именно он выдвинул идею маневренной обороны с отступлением вглубь территории. Он выдвинул идею партизанского движения на оставленной территории. Он выдвинул идею изматывания противника отступлением, да, пока будет идти накопление перевооружения, накопление оружия и техники. Специально в 1941 году, за месяц до войны, наш генеральный штаб переиздает эту статью, показывая немецкому командованию, что идея Блицкрига у них не пройдет. Советский Союз не позволит осуществить Блицкриг на своей территории. Ну, идею Блицкрига мы знаем, да? Молниеносный разгром вооруженных сил противника в приграничных сражениях. После этого сопротивление государства будет сломано. Еще Михаил Васильевич Фрунзе выдвинул идею антиблицкрига.
Ну, Германия славилась своим блицкригом, и советское руководство, книга издана в 21 году. Советское руководство в 21 году уже знало, как будет проходить война. Никто не видит эту военную доктрину. Абсолютно никто не видит, не понимает. Ну, а из всего этого вытекает, что немецкая армия напала незначительными силами на Советский Союз, даже упредив нападение Советского Союза, а неспособная, пока молодая, неспособная наравне сражаться с таким противником, Красная Армия потерпела сокрушительнейшее поражение в приграничных боях 1941 года. Вот здесь все котлы и тому подобное. Ну, здесь можно сказать о комиссии генерал-полковника Кривошеева. В 1946 году и Сталин, и потом Молотов, советское правительство заявили о том, что Советский Союз потерял в Великой Отечественной войне около 7 миллионов человек в результате немецкой агрессии. Убитыми потерял. Ну, это и гражданские, и военные. Всего около 7 миллионов. В 1956 году Никите Сергеевичу понадобилось увеличить эту цифру. Ему Центральное статистическое управление предоставило сведения, что демографические потери Советского Союза в годы войны составили 20 миллионов. Это убитые, погибшие, убитые, прямые потери, плюс не родившиеся, умершие, ну, убежавшие с фашистами, в том числе, около 20 миллионов. Никита Сергеевич демографические потери озвучил как прямые военные потери. 20 миллионов. В 1965 году Леонид Ильич Брежнев подтвердил, что именно 20 миллионов советских людей погибло в результате немецкой агрессии, фашистской агрессии. Ну а в 1989 году ничего лучше не придумали, как к хрущевско-брежневским 20 миллионов прибавить 7 миллионов сталинских. Просто тупо. Взяли брежневскую цифру 20 миллионов и к ней присобачили 7 миллионов, то, что озвучил сталинский. И получилось 27 миллионов. Кстати, очень есть одна занимательная вещь по поводу брежневских 20 миллионов. Значит, есть такой труд, как материалы Нюрнбергского трибунала 1954 года. Вот. И там среди некоторых материалов указана такая фраза, что Германия с 1933 по 1945 год из-за результата фашистского режима потеряла 20 миллионов человек. То есть тупо срисовали. И экстраполировали это на Советский Союз. Да, ну и чтобы дотянуть общую цифру прямых потерь до 20 миллионов, создали специальную комиссию из военных историков. Мы знаем такого деятеля, бывший член Политбюро Александр Николаевич Яковлев. Но под его эгидой работала не только реабилитационная комиссия, которая реабилитировала всю 58-ю статью в СССР. Так вот, комиссия Кривошеева была создана Яковлевым. И этого никто никогда не скрывал. Эта комиссия была создана человеком, который целью своей жизни поставил разрушение, борьбу с коммунизмом и разрушение Советского Союза. И осуждение коммунизма. Вы тоже найдете это в книге. Комиссия Кривошеева – это антисоветская Яковлевская комиссия.
Никакой научности там нет. Никаких архивов в этой комиссии нет. Я прямо в книге привожу источники, на которые они ссылались. Вот, в частности, по военнопленным. Архивов там близко не стояло никаких. Она не работала ни в каких архивах, эта комиссия. Те сведения о потерях, которые она брала, там нет ни ссылок, ни источников, ни документов. Это все голые цифры. И даже очень часто составители этого труда Кривошеевского работали на сломанном калькуляторе или арифмометре. Плохо знали сложение и вычитание. Комиссия Кривошеева тупо, чтобы подогнать общие потери Советского Союза к 27 миллионов, выдала потери Красной Армии до 11 миллионов. В том числе прямые убитых, да, ну это 11 вместе с ранеными умершими. Убитых 8 миллионов 600 тысяч. Причем по пленным есть одна очень тоже знаменательная вещь. По пленным в основном это данные генерала Типельскирха. Вот. И, значит, у Типельскирха есть при описании операции против Юго-Западного фронта Тимошенко 1942 года такие данные, что, значит, по немецким данным мы взяли в плен 240 тысяч, по советским 5. То есть комиссия Кривошеева больше ссылается на 240. Типельстерх еще под Киевом умудрился взять в плен больше, чем вообще было в советских войсках, которые обороняли Киев в принципе. Больше, чем было во всем юго-западном и южном фронтах вместе взятых. На момент начала операции. Да, больше того, процент мобилизации Кривошеев срисовал с немцев. По его данным, шинели одели в войну 31 миллион советских граждан. Это 16% мобилизованных. Сталин прямо сказал, что при 16% мобилизации государство надорвется, оно потерпит поражение в войне, экономика этого государства рухнет. Мы нашли слова Сталина о том, что Германия мобилизовала 16% своего населения, но немцы надорвали свою экономику, потерпели поражение. Процент мобилизации срисовали с немцем, одели 31 миллион советских граждан в шинели, и из 31 миллиона 11 миллионов убили. Вот все. Вся историография. Ну и согласно Кривошееву, Красная Армия к осени 1941 года была уничтожена вся. Вся, абсолютно вся. Ну а потом в 1942 году боевой опыт бойцов и командиров Красной Армии возрос. Правда, непонятно, откуда он появился, да, если те, кто встретили войну, все были уничтожены, все погибли. В 1942 году уже было 70% бойцов командиров Красной Армии уничтожены немцами. А к 1943 году боевой опыт бойцов и командиров Красной Армии настолько вырос, что они стали просто бить немцев. К 1944 году гонять просто, извините за выражение, санными тряпками. И вся эта дурь у нас официальная историография Великой Отечественной войны. Ну, естественно, вся эта дурь основана, как я уже говорил в самом начале, именно на историографии наших прямых противников. Ранее советского государства, а теперь российского государства. Кто из вас знает, сколько раз был сбит лучший ас вермахта
Эрих Хартман. Лучший истребитель. Муцин пишет 2. М? Муцин пишет 102. 14 раз. 14 раз. Он около года воевал у нас на Восточном фронте. За этот год его сбили 14 раз. Каждый месяц. Даже меньше года он воевал. Меньше года. При этом за ним числится 348 сбитых советских самолетов. Российская военная историография с этим соглашается. Ну, самые стеснительные говорят, что, может быть, там на два можно поделить победы Хартмана. А вы не задавали себе вопрос, откуда немцы взяли столько опытных летчиков, которые превосходили советских пилотов во всем буквально? Кто-нибудь задавал себе такой вопрос? Буржуи были, летали в авиаклубах, свои самолеты имели. Да, действительно. Когда Люфтваффе начала оформляться как род войск? В каком году? Только в 1935. А советская авиация еще с 20-х годов. Сразу после да, уже в гражданской войне Красный флот существовал. Мы просто опережали немцев по времени. Мы их просто опережали по времени. Тогда, когда немецкие летчики, переходившие из Люфтганзы, еще из гражданского флота, пересаживались на военные машины, ну и в самой Люфтганзе вы не накопите столько летчиков, которые нужны именно для армейской авиации, да? Вы просто там не накопите. Тогда, когда немецкие летчики только пересаживались на машины, там еще первые допотопные истребители у них были, Фоккеры, да? В Советском Союзе уже был массовый военный воздушный флот. И массовая подготовка с помощью аэроклубов. Да. Ну, там те цифры, которые есть по подготовке еще молодежи в аэроклубах, они просто дикие. Там 120 тысяч, кажется, подготовлено было пилотов. Если у немцев до военного летного училища юноша максимум на дельтаплане учился летать, то у нас аэроклубы выпускали практически полноценных летчиков уже. У нас военные летные школы получали уже в качестве курсантов практически подготовленных летчиков. Элементарно Германии не хватало времени подготовить такое же количество опытных пилотов, как Советскому Союзу. Поэтому уже в первые дни войны немцы начали терять самолетов больше на Восточном фронте, чем во время воздушной битвы за Англию. Сразу же. И причем не на проценты, а в разы. Поэтому Эрих Хартман мог сбить 1 или 2 самолета, конечно. Если успевал получить новый самолет после того, как сам выпрыгивал со своего подбитого. По статистике, если брать десятку немецких асов и десятку наших, и посчитать, сколько раз сбиты были немецкие асы и сколько наши, ну, немцев там, рекордсмен был 18 раз, одного сбили. Советского аса было сбить 24 раза труднее, чем немецкого. Ну, это степень подготовки летчиков. Поэтому все воздушные бои с немцами заканчивались после того, как наша группа сбивала их ведущего немецкой группы. Это во всех воспоминаниях летчиков, во всех документах. Наши атаковали немцев при любой численности.
Наша пара 10 немцев, наша четверка 20 немцев. Наши всегда атаковали. Сбивали ведущего, вся немецкая группа выходила из боя. Но это уровень подготовки. Сбили самого опытного пилота, а остались те, что не могут сражаться. И уже в самом начале войны для прям немецким командованием было запрещено вести воздушные бои с русскими истребителями. Прямой запрет был. Потому что потери немецких летчиков прямо в начале войны были катастрофические. И мы нашли цифры. К осени, уже к августу 1941 года было выбито половина личного состава немецкого Люфтваффе. Мы нашли эти цифры. За лето Люфтваффе лишилась половины летчиков. Это не считая самолетов. Ну, мы знаем, что не каждый сбитый самолет это погибший летчик. Тем более истребители, тем более даже бомбардировщики. Половина пилотов у Люфтваффе исчезла. Но это разгром советской авиации. Мы знаем про разгром советской авиации в 1941 году. И битву под Москвой обеспечила советская авиация. Советская авиация доминировала в московском небе осенью-зимой 1941 года. Люфтваффе лишилась возможности вести даже воздушную разведку. Поэтому немцы не заметили подхода советских резервов. Они уже боялись, под Москвой немцы уже боялись летать. Но, наверное, я немного прервусь. Кстати, я хотел дополнить по поводу, значит, Петр Григорьевич привел данные по поводу подготовки наших и немецких летчиков. Примерно такая же ситуация и в танковых частях. Значит, мы нашли данные, что на начало 1941 года во всем немецком хозяйстве 24 тысячи тракторов. Во всем народном хозяйстве Советского Союза 240, по-моему, тысяч. А каждый тракторист это потенциальный танкист. Да, потенциальный мехвод. Ну и кроме того, число военных училищ, военных школ было вообще несопоставимо. То в книге есть. Мы обогнали немцев по подготовке командных кадров. Это вот основное, что было. Немцы не смогли нас превзойти. Да, там ругают советскую армию за то, что у нас было слишком много офицеров. Есть такие умные, которые ругают. У немцев было офицеров гораздо меньше. У них, например, в Панцерваффе офицер это только командир взвода. А у нас офицер, лейтенант, младший лейтенант, это уже командир, это еще командир танка, да? Средние тяжелые танки. У немцев танком командовал фельдфебель, а у нас лейтенант. Ну, если погибал командир взвода немецкого, да? Командир взвода Панцерваффе, то у немцев не было кем его заменить. Только фельдфебелем. А подготовка унтер-офицерского состава и офицерского – это вещи немного разные. У нас, если погибал командир танкового взвода, его здесь же заменял следующий командир танка. Он такой же офицер. У него такая же подготовка. И в пехоте то же самое, и в авиации то же самое. То же самое было. Мы намного превзошли немцев в подготовке. Да, по авиации еще. Ну, смотрите, это называется... Не знаю, ну это крайне бесстыдство. Ну, знаете, как сравнивают подготовку советских и немецких летчиков, все слышали, да? По часам налета. У немцев пилоты во время обучения имели очень большое, по сравнению с нашими курсантами, имели очень большое число налетов.
Ну, по этим данным делают вывод о несравнимо более высокой подготовке немецких летчиков. То есть, если вы, например, занимаетесь математикой, вашу подготовку сравнивают не по умению вами решать какие-то задачи, да, а потому, сколько вы времени просидели за учебником. Также с подачи именно немецких историков, нашей историографии военной, начали сравнивать по этому показателю подготовку пилотов. Не по умению выполнять задачи какие-то, а по налету в часах. Найдите любого инструктора, который вам скажет, что можно сократить у более опытного инструктора меньше. Курсантам требуется меньше часов налета. Более глубокая теоретическая подготовка перед практической, да? Меньше часов потом идет. Более подготовленный предварительно курсант, пришедший из аэроклуба, ему меньше надо и тому подобное. Но пока я прервусь, я в дальнейшем расскажу вам о 28 панфиловцах, ну, нецензурные слова не мое хобби, нецензурная лексика. Ну, в данном случае удержаться трудно. А пока, наверное, Амир расскажет... Да, расскажу, наверное, тогда не спойлеря, вообще о значении данной книги и, так сказать, в принципе, том, как писалась история 41 года не с нашей стороны, с нашей, вот Петр Григорьевич уже изложил, а с зарубежной. И что вот сейчас наши историки считают объективными данными и пытаются там как-то сравнивать, что там в советских документах, что там в немецких документах. Нельзя жить в обществе и быть свободным от общества, поэтому скажу пример современности. Несколько недель назад, кажется, господин Зеленский, не к ночи быть помянут, главарь нашего военного противника, озвучил число потерь украинской армии за 2 года войны. Он сказал, что она потеряла 31 тысячу человек убитыми. Это вот официальная цифра. Наверняка у него там есть какой-нибудь документ от украинского генштаба, в котором написано, как эта цифра была выведена. И если, не дай бог, нашу историю в будущем продолжат писать господа Исаевы и прочие историки-объективисты, то они, видимо, поступят так. Они возьмут этот документ, на основании которого Зеленский сказал, что Украина потеряла убитыми 31 тысячу человек, и скажут, это же официально, вот, пожалуйста, сведения. И будут уже там сравнивать, я не знаю, им позволят фальсифицировать численность наших потерь, или закон о фейках все-таки будет работать, но как бы суть понятна. Суть понятна, что во время войны многие государства и после войны они свои потери могут фальсифицировать. Вот. Пример с Финляндией уже Петр Григорьевич привел, что там они уже снизили число потерь до 20 тысяч, кажется, в войне, хотя еще в 80-е годы там они как-то признавали, что может у них там 45 тысяч было потеряно, но теперь уже вот все, историки и объективисты пришли к окончательным выводам. И точно так же, на самом деле, изначально писалась история Второй мировой войны с немецкой стороны. Тут нужно понять, что поход 1941 года, он замышлялся именно с точки зрения фашистской Германии как триумф над недочеловеками, как величайшее историческое свершение их фюрера, который им там заповедовал завладеть наконец-таки колониальной империей до Урала.
Ну и, в общем-то, как один из высших моментов в становлении их фашистского рейха. Поэтому с самого начала вся немецкая отчетность и документация, она строилась не как рабочая, что называется, документация, на основании которой можно было бы анализировать, в каком состоянии там находится противник, в каком состоянии немецкая армия, какие у кого потери, а как летопись Великого Победоносного похода, который, кстати, должен был занять 2 месяца. У Гальдера в его рабочих документах уже на октябрь 1941 года запланированы операции, которые нужно было проводить после победоносного окончания операции «Барбаросса». Поэтому ни о каком объективном отражении потерь в немецких документах речи идти просто не может. Там идут победные реляции, что мы всех сметаем, потери небольшие. Наступил декабрь 1941 года, батальоны пришлось свести ворота. Ну, так получилось. Вот. Ну, возможно, мне скажут, что кто же так будет воевать, это же можно просто самих себя запутать. Ну, они реально сами себя и запутали. Потому что если мы на те же немецкие воспоминания посмотрим, там уже в ноябре 1941 года генералы поумнее начали уже Гитлеру открыто говорить, что война, в общем-то, проиграна. Мы влезли в стратегический тупик, и никаких шансов победить у нас нет. Гитлер им отвечал, что это вот есть в воспоминаниях Манштейна, скажем, того же, что вы же мне сами донесли, что вы уничтожили 8 миллионов русских недочеловеков. Сейчас эти монголы у них закончатся, и война будет выиграна. Что вы паникуете тут? Давайте как бы продолжать наступать дальше. Так что вы мне скажете, что они обманули сами себя? Да, они обманули сами себя. В принципе, я, конечно, понимаю, что и у нас в стране, и в свое время, и в соседних странах развелось много любителей красивой немецкой формы, немецких парадов, немецких вот этих танчиков. И возникло в некотором роде это зловещее очарование, но давайте мы все-таки, как вот коммунисты, скажем, что классовые никто моменты не отменял, что фашистский режим – это всегда деградация, и что на самом деле у Германии армия во Вторую мировую войну была даже хуже, чем армия кайзеровской Германии в Первую мировую войну. И сами немцы признавали это. Да. Ну, опять же, вы, наверное, скажете, что я там немного двинулся. Там же немцы 4 года долбились об Францию, а тут они захватили пол Европы, дошли до Москвы. Как такое может быть? Собственно, опять-таки вернемся к классовым моментам. Никаких проблем заключить чисто теоретически антигитлеровскую коалицию в 1939 году не было. Вот просто уже всем было понятно, что это агрессор, что, в общем-то, победителям в Первой мировой будет плохо, если Германия вырвется из-под оков вот этих систем коллективной безопасности, которые там как-то существовали, и продолжит проглатывать страну за страной, как она уже там это сделала с Австрией, с Чехословакией. И, в общем-то, переговоры эти были сорваны. Во-первых, конечно, благодаря пассивной позиции Англии и Франции, которая хотела канализировать, мечтала канализировать немецкий натиск чисто на восток, а во вторую очередь, благодаря позиции Польши, которая сочла, давайте скажем откровенно, что остаться один на один с Германией, там, потерпеть поражение и даже лишиться там части суверенитета, ну там оставили какое-то генерал-губернаторство, остальную часть присоединили к Рейху, это меньшее зло, чем пустить на территорию Польши союзную Красную Армию. По сути, именно вот эта позиция Польши тогда стала одним из крупнейших камней преткновения,
потому что Ворошилов на переговорах прямо сказал: вы хотите, чтобы наши войска помогали против Германии, как они вообще должны добраться до Германии, чтобы помогать. И именно что слабое сопротивление Польши и Франции, оно объясняется не столько какими-то чудодейственными способностями немецких танковых дивизий, на которые любит молиться Алексей Валерьевич Исаев, а как раз-таки в том, что и польские элиты, и французские элиты, они сочли гораздо меньшим злом просто сдать свои страны под оккупацию, но сохранить там буржуазный характер режима. То есть не обращаться к народу, не устраивать всеобщую мобилизацию, потому что тогда это бы привело в Польше, во-первых, это бы привело к тому, что оружие пришлось бы раздать украинцам и белорусам, которые к полякам относились соответственно. Во Франции бы это означало, что оружие получат сторонники коммунистической партии, а Да там коммунистическая партия там была даже не мощнейшей. столько угрозы, как Сталин сказал, напугав себя призраком революции, они бросили страны к ногам немцев. Даже есть... И все. Когда говорят там о каких-то грандиозных операциях немцев во Франции, да, о великой победе немцев над французами, над поляками, нужно понимать, что испугавшись призрака революции, положение Франции в Первую мировую войну, в начале войны с Германией, да, Амир, было еще хуже, чем на момент капитуляции Франции перед Германией в 1940 году. Англия была уверена, что кайзер там дойдет до Парижа, им придется еще 10 лет с ним воевать Да. потом. По поводу поражения Франции во Второй мировой войне, почему-то все забывают слова из книги Ильи Эренбурга «Падение Парижа». Это практически документальное художественное произведение о том, что происходило во Франции перед самой войной и уже во время Второй мировой войны. Так там есть слова одного правого политика. Он сказал следующую фразу. Если мне скажут, что грядет революция, я скажу: зовите Гитлера. Лидер французских правых. Они боялись своего народа больше, чем Гитлера. Ну да, в общем-то, я думаю, что мы объяснили, так сказать, секрет великих побед вермахта. Ну, я могу добавить, что Манштейн открыто писал, что если бы во время его победоносного марша через Орденны к морскому побережью французы просто бы ударили ему во фланг, то, собственно, на этом весь великий блицкриг бы и завершился на том же месте. В результате объединения, консолидации, в общем-то, всей континентальной Европы либо под оккупацией немцев, либо под приходом к власти союзных им режимов, немцы к 1941 году накопили подавляющее численное и техническое превосходство для атаки на Советский Союз. Вот это надо понимать. Это я скажу, что для меня лично при изучении истории Великой Отечественной войны осознать это было, пожалуй, самым сложным. А как получилось это осознать, все остальные кубики встали на свои места. Тогда, если мы это осознаем, то становится и понятным, почему 1941 год – это, возможно, даже величайшая победа Красной Армии за всю войну, потому что соотношение численности на июнь 1941 года оно было несусветно большим в пользу немцев, то есть немцы воевали числом. Это касается и численности всей армии. Сейчас там, в зависимости от бессовестности, историки пишут, что немцев там было то ли 3,5 миллиона, то ли 4,5 миллиона, то ли кто-то уже говорит 5 миллионов. Ну,
вся немецкая отмобилизованная армия на 41 год, это чисто в вермахте, еще не считая там СС и прочие всякие вспомогательные части, это 10 миллионов человек. Ну, если мы считаем, что для своего основного ключевого похода на восток, с учетом отсутствия каких-то других крупных сухопутных фронтов, там была только Африка, они отправили меньше половины войск, ну, можно, конечно, так считать. На самом деле, вместе с союзниками я, конечно, могу только прикидывать, потому что если там и были какие-то реальные подсчеты, то они либо недоступны, либо уничтожены, потому что слишком уж некрасиво получается для Германии, но, скорее всего, от 6 до 8 миллионов они в первой линии в июне 1941 года могли выставить против Красной Армии. У нас Кайвашеев приводит штатную численность советских войск, которым противостояли, получается, там 2 миллиона 800 тысяч человек. Но проблема в том, что, и в книге это показано, что далеко не во всех наших частях была эта штатная численность достигнута. То есть реально у нас соотношение сил в пограничном сражении было 1 к 4, 1 к 5 по людям. Это минимум. Это минимум, да. Возможно, было еще больше, но давайте все-таки побудем немного историками и объективистами. Ну, и, к тому же еще механизация немцев. То количество автотранспорта, которое могли использовать немцев, ну, это кратное по отношению к тому, что было у нашей армии. Но это просто подвижность войск. Маневренность, подвижность войск. Да. Вы выставили оборону, немцы ткнулись, да? Не смогли проломить оборону, начали искать слабый участок. Нашли слабый участок, туда начали стягивать резервы. Количество автотранспорта в подвижных частях на порядок выше, чем у нас. Пока ваш батальон дотопает пешком, да, их батальон и успеет 3 раза перевести на машинах. Вот и все. Кстати, самый, можно сказать, такой показательный пример превосходства немецкой армии и ее союзников в начальный период Великой Отечественной войны – это оборона Одессы. Против 4 дивизий советской армии, Красной армии, оборонявших Одессу, было 20 дивизий немецко-румынских войск. Это один из самых показательнейших примеров. Ну, таких примеров, в общем-то, за 1941 год можно привести немало. Вот Петр Григорьевич сказал насчет механизации. Тут, понятно, у нас промышленность еще не успела, к сожалению, автомобильная развиться до таких масштабов, как немецкая. Они уже тогда больше 1 миллиона автомобилей в год только выпускали. Поэтому у них действительно было вот это объективное превосходство. И помимо этого, если посмотреть ту же бронетехнику, про танки я еще скажу, но у немцев было огромное преимущество именно по бронетранспортерам, бронеавтомобилям. Это все не считается как бы у них даже танками, это не проходит в статистике танков. Но хотя тот же, например, бронетранспортер с 37-миллиметровым зенитным автоматом, он представлял куда большую боевую ценность, чем устаревший советский танк Т-26 первого выпуска с 2 пулеметами. Это просто объективно. Но... Наш танк у них проходит за танк, а у немцев это нет. Да, а у них отдельно танки, а вся эта техника это просто автомобили. Она в численность танков просто не входит, и все. Но кроме того, самоходные артиллерийские установки, штурмовые орудия, так считаемые, у нас их не было на начале войны. Ни одного, ровно ни одного. А сколько было у немцев, неизвестно. И причем они все не в танковых частях были, да, а приписаны к артиллерии. Да, в пехотных батальонах. Ну да, идет пехотная дивизия, считается там ни одного танка, а там батальон этих штурмовых установок, которые
в общем-то, ничем не хуже танка, да даже лучше защищены. Но даже если говорить чисто про танки, тут Петр Григорьевич уже сказал про одно из своих важнейших открытий. Это то, что Мюллер, Гиллибрант и все прочие за ним, они сократили в 2 раза количество танков в немецких танковых дивизиях. Вот. Про доказательства этого я спойлерить не буду, они есть и исчерпывающие в книге, но, наверное, скажу вот про небольшое дополнение, подтверждающее, которое мне удалось обнаружить, в книге его нет. Вот. Возможно, у нас будет заметка, но пока поделюсь, так сказать, с вами первыми. В чем суть открытия Петра Григорьевича? Изначально немецкая дивизия и в польскую кампанию, и во французскую кампанию танковая имела 400 танков. Это 4 батальона по 100 танков. 2 батальона объединяются в танковый полк. 2 танковых полка объединяются в танковую бригаду. То есть дивизия становится танковой, если в ее составе есть танковая бригада. Таких дивизий в французскую кампанию у них было 10. Затем они при подготовке нападения на Советский Союз из каждой танковой дивизии по одному танковому полку забрали и передали в наиболее отличившиеся пехотные дивизии. Танковых дивизий у них стало 20. Но Мюллер, Гиллибрант и все прочие утверждают, что такое положение и осталось. То есть на Советский Союз они напали с 20 танковыми дивизиями, в которых было по 200 танков в дивизии. То есть дивизиями уполовиненной мощи. В общем-то, логики здесь особой, честно говоря, не видится, для чего нужно было уполовинивать мощь танковой дивизии, тем более, что и Гудериан говорил, что 400 танков – это идеал для танковой дивизии. Он прямо писал, что танковая дивизия становится боеспособной, если есть 400 танков. Это его То есть воспоминания. напали они не боеспособными танковыми дивизиями. И Гудериан писал, чтобы восстановить боеспособность танковых дивизий, нужно увеличить число танков не до 400, чтобы восстановить. Ну, это Гудериан. Причем это вот за гранью. Гудериан. Мемуары Гудериана читаем. 400 танков танковой дивизии. Мюллер, Гиллибрант 200. И мы все берем по 200. Ну, это у Гудериана редакторы это пропустили, так все это и осталось. А мы все равно плюем на все это, берем 200. Ну, спойлер, не спойлер. Справочник Главного разведывательного управления 1942 года. Сведения. После того, как в октябре 1941 года из танковой дивизии был исключен один танковый полк у немцев, ну, в связи с высокими потерями, у немцев осталось 209 танков в танковой дивизии. С одним танковым полком. Один танковый полк у немцев, 209 танков. А у Мюллера, Гиллибранта танковая дивизия 209 танков. Все. Справочник Главного разведывательного управления. У вас, военные историки, есть справочник Главного разведывательного управления. Вы берете данные Гиллибранта. И на основе этих данных вы выводите слабость советских мехкорпусов, неготовность командования, личного состава, да? Дубовая тактика применения. Больше того, действия военных корпусов описаны советским военным корпусам, приписали действия немецких танковых дивизий. В реальности, ну вот корпус Рябышева, да, Дмитрия Рябышева, того же клеиста, в реальности наши контратаковали немцев, потом закреплялись в обороне, и немцы сутками бились в нашу оборону, теряя танки. В российской историографии все наоборот. В российской историографии советские танковые дивизии бились в немецкую оборону.
Ну да, так получается по нашей историографии. Вот только во всех справочниках по организации немецких танковых войск, которые я читал, в частности, вот сегодня утром перечитывал Митчема про легионы Гитлера, там я напомню, что только что сказал, в каждой дивизии было 2 танковых полка, они объединялись в танковую бригаду. Больше в этой танковой бригаде ничего не было. И, соответственно, когда в реальности они передавали по одному полку в новые дивизии, они не оставили этот один танковый полк в старых дивизиях, и в новых дивизиях они один полк передавали с боевым опытом, а второй танковый полк там же на месте формировали из новых танков. А в тех дивизиях, из которых брали эти донорские полки, они формировали второй полк. Почему я об этом так уверенно говорю? Потому что бюрократию все-таки до конца никто не отменял, и танковые бригады, то есть бригадное звено в немецких танковых дивизиях, согласно всем справочникам, оставалось до 1942 года. А танковая бригада – это 2 полка. То есть, если там остается один полк, то никакого смысла держать звено управления танковой бригады, его уже не остается. Собственно, в 1942-м так и сделали. Оставили просто в танковой дивизии по одному танковому полку. То есть, когда мы говорим, что Мюллер-Гильбранд в 2 раза порезал, мы это еще ему очень многое прощаем. Ну да. Да. А там были еще разведывательные батальоны, которые он не вписал, а они тоже были с танками. Кстати, вот там в основном были трофейные французские танки. Вообще, Катуков в 1941 году считает немецкую танковую дивизию 560 танков. Ну, со всеми вспомогательными Да. там этими... С Так и могло вспомогательными быть, машинами, да. Да. Соответственно, до 1942 года немецкая танковая дивизия было минимум 400 танков. А вот к 1942 году с ними что-то случилось, и танковые бригады упразднили. В танковых дивизиях осталось по одному танковому полку. То есть можно представить, какую на самом деле бойню в 1941 году Красная Армия учинила немецким танковым войскам, что они просто элементарно не смогли больше восполнять свою численность, а их танковые дивизии, они к 1942 году уже потеряли половину своей ударной мощи. И так и не смогли. Били самые лучшие в мире танки с такой скоростью, что немецкая промышленность и в 1941, и в 1942 году, и в 1943 просто не смогла обеспечить необходимую мощь танковой дивизии. У немцев, у них была проблема такая, что за танковой дивизией тащился очень большой хвост. Ну, это пехотное подразделение, артиллерийское подразделение. Чтобы протащить весь этот хвост, подразделение обеспечения, нужен был определенный участок прорыва. Ширина прорыва нужна была, чтобы побольше дорог захватить. Ну, чем шире вы прорвете фронт, тем больше на этом участке будет дорог. Ну, естественно. Вы больше транспорта можете прогнать за танками. Транспортное обеспечение, пехоту, артиллерию. Число танков у них сократилось. У них к 1 октября 1941 года они вывели один танковый полк из штата танковой дивизии. У них в танковой дивизии остался один танковый полк всего. Число танков сократилось, а этот шлейф, да, особо не сократился, тот же остался. Если раньше, допустим, эта танковая дивизия могла обеспечить участок прорыва, на котором 2 дороги, то с октября только одна дорога, а все это нужно было прогнать. Вот заторы, отсутствие снабжения, все, потеря боеспособности. И они этим страдали уже с октября 1941 года всю войну. Ну, если прикидывать хотя бы число танков, то у нас получается, что Германия на нас напала, имея в вооруженных силах 10 танковых армий. Ну, по численности танков. Если сопоставлять численность танковой армии, да,
брать число танков в танковой армии Советского Союза, мы закончили войну с 5 танковыми армиями. С 5, да? 6 танковыми армиями. Они напали 10 танковыми армиями. Вот вам и все. Вот почему они дошли до Москвы. Ну, здесь еще момент с Дмитрием Павловым, с командующим Западным фронтом. Это очень, очень замечательно. Ну, мы все знаем, что Дмитрий Павлов расстрелян за развал фронта, да? Есть деятели, которые даже приписали стремление Павлова, Жукова и Тимошенко подставить Красную армию под разгром немцев. Ну, это Арсен Бенникович Мартиросян, такой известный, ну, и его друг Юрий Игнатьевич Мухин, все это. Что произошло на самом деле? Ну, это тоже, есть же приговор. Публикует приговор Павлова, да? Публикует приговор Павлова. В нем все написано в приговоре. Ну, не надо ничего выдумывать, все написано. Трусость, паникерство. Что случилось на самом деле? Через 4 дня после начала войны, когда из штаба Западного фронта перестала поступать внятная информация, а потом вообще прекратилась, на Западный фронт был направлен Климент Ефремович Ворошилов разобраться в ситуации. Климент Ефремович Ворошилов прибыл 26 июня в Могилев. Могилев за 200 с чем-то километров от Минска находится. И обнаружил в Могилеве Павлова со штаба. Дмитрий Георгиевич Павлов просто удрал из Минска в тыл, бросив фронт. Трусость, паникерство, бездействие власти в переговоре, вот вам и расстрел. Вот вам катастрофа Западного фронта. Мы знаем, что связь в армии, да, сверху вниз, снабжение сверху вниз. Вышестоящий штаб удирает, вся армия остается без снабжения и связи. Все. Вы не найдете ни одного советского историка, ни одного российского историка, который вам скажет, что Павлов расстрелян за то, что он удрал со штабом в тыл. У нас строят всяческие версии. У одних Сталин свои ошибки возложил на Павлова, да? Ну, это обязательно. Козлом отпущения сделал Павлова. У других Павлов задумал предательство, подставил свой фронт под разгром. Но это вот Павел Мартиросян, он вообще был немецким шпионом. Только почему-то немцы, напав на Советский Союз, от своего шпиона, бывшего начальника главного бронетанкового управления Красной армии Павлова, не получили сведения о танках в советской армии. Они столкнулись с новыми советскими танками, которые стали сюрпризом. Такое впечатление, но это даже не фрики, это наркоманы с докторскими учеными степенями, с профессорскими должностями сочиняют нам военную историю. А там ситуация, да, была вообще безобразная, да, нашли воспоминания офицера-порученца при Ворошилове, который все видел своими глазами, как Климент Ефремович прибыл в Могилев. Дальше Могилева он проехать уже не мог. Железная дорога на Минск уже немцами была перерезана. Ну, до Минска, до падения в Минск 29 числа уже был захвачен немцами. Ворошилов начал организовывать оборону уже у Могилева. И под Могилевом он нашел штаб Павлова. И то, как Павлов валялся в ногах у Ворошилова, порученец оставил воспоминания, пишет, он лизал сапоги Ворошилову, оторопевший Ворошилов смотрел на эту картину. Как Ворошилов ему сказал, что я же тебя предупреждал, что тебе дивизию доверить нельзя. А ты мимо меня жаловался Сталину, что Ворошилов тебя задвигает, не дает тебе, молодому талантливому, расти. Все это есть. Почему нужно до сих пор
изображать катастрофу так называемую Западного фронта умелыми действиями немцев, да? Там, просчетами советских. Все просто. Удрал командующий. Вслед за ним побежал еще один командующий армией, причем он побежал дальше Могилева. Да. Ну, командующий 4-й армией Коробков со штабом тоже попал под расстрел. И не один Павлов. И в 1941 году, в июле 1941 года состоялся приказ, аналогичный приказу «Ни шагу назад» 226-му. Тоже был именно связан с Павловым. Ну и особо, конечно, мерзкая история – это 28 панфиловцев. Это особо мерзительная история. Началась эта история, конечно, 16 октября 1941 года у разъезда Дубосекова. Что там произошло у разъезда Дубосекова? Зафиксировано почти с документальной точностью. Даже статья, известная статья корреспондента Кривицкого в «Красной звезде» практически точна. Что там случилось? 16 октября 1941 года у разъезда Дубосекова оборону заняла группа старшего политрука Клочкова. Это группа истребителей танков, особо опытные бойцы. Это был их не первый бой. Ну вот вы видели фильм «28 панфиловцев», да? Хороший фильм с Шальёпой. Там нет того, что случилось у Дубосекова, нет. Там в фильме нет. Ну, не знаю почему. Скорее всего, военные реконструкторы, это они не могли поверить сами в то, что случилось там. Либо со школьного учебника у них были сведения, скорее всего. Они попытались под это как-то все подогнать. Фильм неплохой, в принципе, но там не показано того боя, что случился. 16 октября в 6 утра бойцы этой группы, 29 человек вместе с Клочковым, получили зарплату. Им старшина выдал рано утром перед рассветом зарплату. Ну, они заняли уже подготовленные, кстати, окопы для них. У Дубосекова там оборона была подготовлена. Им выдали зарплату, и с рассветом на них пошла в атаку немецкая рота. Почему одна пехота? Почему именно пехота пошла в атаку? То ли немцы не знали об обороне, да, то ли еще что-то не установлено. Ну, не полная рота, 80 человек. Они подпустили их вплотную к окопам, к траншеям, и по сигналу сержанта Добробабина, о котором отдельно будет сказано, Добробабин свистнул, открыли огонь, они перебили всю эту роту. 80 трупов сразу осталось на поле. Вот это был не первый бой, там еще до этого там немецкая разведка там и попадалась, и взвод они перебили. Ну, там, будем говорить так, псы войны были собраны у Клочкова. После этого уже к полудню, в 10 часов, да, на них пошли первые танки. Первая атака немцев было 20 танков. Из 20 они подожгли 15 танков. У них было одно противотанковое ружье, а остальное жгли гранатами и бутылками с зажигательной смесью. Ну, оставшиеся в живых панфиловцы, а осталось после боя в живых 5 человек. Это тоже сюрприз для многих. Ну, для тех, кто книгу не читал, сюрприз. Осталось в живых после боя 5 человек панфиловцев. Описано, как это делалось. Когда танк подходил к окопу, боец выскакивал со связкой гранат, бросал под гусеницу, перебивал гусеницу, и потом забрасывали бутылками с зажигательной смесью, добивали. Ну, конечно, страшный бой. Это страшно. Во время первой атаки подожгли 15 танков,
И во время первой же атаки немцев, танковой атаки, погиб сержант Добробабин. Следующий, именно вот во время первой атаки политрук Клочков сказал, ну что, братцы, нас 28, во время первой атаки один пожелал сдаться в плен немцам. Ну, своего пристрелили. Там сразу несколько человек, не сговариваясь, застрелили. Осталось их 28. Тогда Клочков сказал, что, братцы, всего 20 танков, у нас 28, и по одному не выходят, пустяки какие. Следующая атака 30 танков. Ну, здесь уже, да, здесь Клочков сказал, ну, все, за нами Москва, отступать некогда. Это 5 человек, 5 оставшихся живых свидетелей. Их всех по отдельности потом опрашивали. И во время второй атаки немцев, конечно, уже не осталось в живых и в сознании защитников разъезда. Немцы заняли разъезд, к вечеру их оттуда выбили. Командир полка Капоров послал на выручку взвод выбил оттуда немцев и вынесли тех бойцов, которые были обнаружены. Корреспондент Кривицкий побеседовал с рядовым Натаровым, тяжело раненый боец, он вскоре умер, который рассказал о том, что происходило у Дубосекова. Ну, отсюда там и ошибки, там фамилии Клочкова у Кривицкого в первой публикации. Двое бойцов, Шемякин и Васильев, кажется, были в бессознательном состоянии взяты немцами в плен. Шадрин, да? Шадрин Васильев. И еще два бойца были обнаружены нашими, которые пришли на выручку, ну и попали в госпиталь. В указе о награждении 28 панфиловцев слова посмертно нет. Сколько осталось в живых бойцов, не знали до конца войны. Уже после войны вернулись из плена двое оставшихся, Шадрин, Васильев, получили звезды Героев Советского Союза, ну и Шемякин, еще один, были опрошены в госпитале. Слова всех сошлись в точности. Не сразу после публикации в Красной Звезде они были награждены. От момента боя до награждения прошло почти 7 месяцев. 7 месяцев специальная государственная комиссия устанавливала обстоятельства боя у разъезда Дубосекова. Вот то, что я сказал, то в действительности было у разъезда Дубосекова. И именно этот бой имел такое важное значение, да, для патриотического воспитания. Ну, это представьте, 28 человек, они сожгли там в общей сложности больше 40 немецких танков одними гранатами. Ну, еще практически роту немцев там уложили. И никуда не отступили. Это действительно бой. Поэтому, когда делали этот фильм, это в сознание, да, уложить нельзя, это не укладывается в сознание просто, что там именно это происходило. Но там не только бойцы, там же соседние роты и все это было. Ну, что происходит дальше? Дальше история начинается в 1988 году. Доктор исторических наук Куманев, академик Российской академии наук. Вы его знаете, наверное, по книге говорят сталинские наркомы. Ну, это приблизительно, ну, знаете, такой литературный прием, будем так говорить. Познакомиться с известным человеком, а потом за него придумать рассказ о его жизни. Ну, то же самое. Ну, Феликс Чуев, 140 бесед с Молотовым, это
такое же литературное произведение. В гостях-то у Молотова Чуев побывал, фотография есть, но то, что написано у Чуева со слов Молотова, ну, как пример, Молотов Чуеву Косыгина называет самым настоящим коммунистом, а мы открываем материалы 22-го съезда и читаем выступление Косыгина, где там оскорбительная просто, ну, невозможно до оскорбительности брань до Сталина и Молотова. Особенно на Молотова. То есть Молотов про Косыгина не мог сказать ни одного доброго слова, а Чуеву наговорил только хорошие слова про Косыгина. Ну вот Куманев из той же серии, такой же историк. Ну, Куманев находит в станице Цемлянской некоего персонажа, Ивана Евстафьевича Добробабина. Вообще-то не Ивана Евстафьевича, а Ивана Евстафьевича, не Евстафьевича, а Евстафьевича. И не Добробабина, а Добробабу, который там работает фотографом. Ну, вроде ветеран войны, и он Куманеву рассказывает, что он там один из 28 панфиловцев, оставшийся в живых. А так случилось, что он остался в живых, а здесь немцы заняли разъезд, но там скрывался от немцев, перебрался в село Перекоп, туда ближе к югу, к летнему, к южному солнышку. Там немного послужил в полицаях у немцев, но он никому плохого не сделал, а в партизане не ушел, потому что партизан в округе не нашел. Ну, за это его в 1944 году его опять мобилизовали, когда Перекоп был освобожден нашими войсками. Он еще геройски воевал, орден славы получил. А потом в 1948 году его осудили за то, что он сотрудничал с немцами, был полицаем, отобрали Героя Советского Союза, ну, вот тому подобное. Ну, конечно, Куманев, как настоящий советский историк времен Горбачева, ухватился за этого парня. Ну, не факт, что он сам не придумал этого Добробабу, кстати. Вышла прямо в правде вышла большая статья, как сталинские сатрапы измывались над одним из героев, над панфиловцем, который чудом остался в живых. Пробовали реабилитировать его, но в реабилитации было отказано, и здесь в дело вступает Главная военная прокуратура. Ну, я сразу скажу, ну, судя по тем документам, что есть в Центральном архиве Министерства обороны, этот Добробаба 100% самозванец. Он просто самозванец. Он там сходная фамилия с настоящим Добробабиным, ну, имя, отчество сходное. Не совпадает год рождения, не совпадает место призыва. И место рождения не совпадает. У нас в архиве документы на двух разных Добробабиных. Вроде бы фамилия, имя, отчество похожи, но они разные. Год рождения разный, место призыва в Красную Армию разное, место рождения разное. Ну, здесь включается Главная военная прокуратура, все это раздувается. Появляется статья Катусева, главного военного прокурора, там 28 панфиловцев. Ну, если Куманев хотел, чтобы реабилитировали Добробабина из-за репрессий в отношении героя панфиловцев, там на Сталина дополнительных соплей навешали, дополнительных слюней прибавили, то главная прокуратура пошла дальше. Она сделала вывод, что этого боя вообще не существовало, этого подвига 28 вообще не существовало. Это все выдумка корреспондента Красной Звезды Кривицкого. Ну, это все происходило до 92 года. Ну, в 92 году все это забылось. А время пришло снова поднять эти документы, когда вышел в 2016 году фильм «Шальёпы». Ну, после выхода этого фильма демарш совершил директор Росархива Сергей Владимирович Мироненко. Он представил справку главного военного прокурора Афанасьева, который в 1948 году был, на имя
секретаря ЦК Жданова о 28 панфиловцев. До меня вот, понимаете, вот не доходит. Вот меня, кстати, за мои книги, за то, что пишу, ну, немногие поголовные историки называют фриком. Ну, это особенно Алексей Валерьевич Исаев возбуждается при звуке моей фамилии, он сразу переходит на отборнейший мат. Просто на отборнейший мат переходит. Да, может быть, я фрик. Ну, вот директор Росархива представляет справку главного военного прокурора, справку доклад на имя Жданова от 28 панфиловцев. 1948 год, 48 год, это не 84, не 88, да, не 2008, 1948 год. В чем суть справки? Суть справки в том, что вот главная военная прокуратура расследует дело некоего сержанта Добробабина, арестованного в 1948 году там, за сотрудничество с немцами, установила, ну, развенчала подвиг 28 панфиловцев. 48 год, да? Ну, вы представьте, 48 год, борьба с космополитизмом, там все это. Здесь главная военная прокуратура расследует уголовное дело какого-то полицая по собственной инициативе начинает исследовать события, происшедшие у разъезда Дубосекова в 1948 году. А вызывают корреспондента Кривицкого, давай его пытать. Ну-ка, расскажи, как ты придумал. Корреспондент Кривицкий признается, кается, да, я все придумал, все это, чтобы там прославить кого-то там в политических целях. Командира полка Капрова вызывает, Капров, 3 ордена Красного Знамени, орден Кутузова, Александра Невского, орден Ленина, 8 раз ранен, геройский человек здесь при виде следователя течет, я виноват, мы все это придумали. И там 48 год, вы представьте, в 48 году какому-нибудь следаку в прокуратуре потребовалось бы развенчать подвиг, да, на котором воспитывались поколения уже, да, людей. 48 год, вот вам из архива достают справку, вот эту, датированную 48 но не бьет с эпохой, со временем. Самое смешное. Вы же ученые, историки, правда же? Ну не бьет она с эпохой. Ну хоть посомневаться-то можно. Давайте пригласим эксперта, посмотрим, когда бумага была изготовлена, чернила, да? Давайте мы пригласим, ну, вы же ученые историки, не надо, ничего не надо. Раз эта справка есть, раз она в архиве у нас фальшивок быть не может. Самое смешное, кому эта справка была? Да, Жданову. А Жданов ее, наверное, в резолюции Жданова там не сохранилось. Наверное, Жданов на словах сказал, положите ее в архив, храните вечно, когда настанет время развенчать преступления коммунизма, достаньте и покажите публике. Ну, это что в этой справке, что не знал главный военный? Ну, эту справку сочиняли лица, которые от 28 панфиловцев знали по статье Кривицкого и из школьного учебника. Ну, как виделось, что всех наградили посмертно, все погибли. Они не знали, что 5 человек остались живы. Ну, Натаров, который рассказал Кривицкому, вскоре умер, а еще 2 человека вернулись из плена. И двое просто вылечились в госпиталях, воевали до конца войны. Еще было живых 4 свидетеля. И когда Куманев сочинял все это под Добробабина, еще было 3 человека, еще было живы в 88 году из панфиловцев. Вот историк, академик, представьте, вот находит этого Добробабина, у него даже мысли не возникает установить личность. Ну, есть же однополчане, которые прямо с ним, 3 человека живых еще. Ты покажи, ну фотографию хотя бы привези его, покажи, это тот Добробабин или не тот. Но там и уголовное дело целое по Добробабину, ну там в книге прочитайте, но чтение это особое удовольствие. Ну, в 1944 году
армейский СМЕРШ, там, начальник армейского СМЕРШа пишет докладную там фронтовому начальству. Вот у нас там в армии нарисовался такой Добробабин, который представляется одним из панфиловцев. Вы представьте, вот в 1944 году Добробабина призвали, да, и он сказал там комиссару, что я-то один из 28, вот про меня в газете, что должно было с ним случиться? Про него все газеты начали бы писать, его по дивизиям начали бы возить. Но начальник армейского СМЕРШа пишет: у меня есть подозрение, что это шпион. Ну, там что-то не сходится, что он специально заброшен в 1944 году. Арестовывают его только в 1948. Они что, ждали 4 года, может быть, этот шпион убежит к немцам? И мороки с ним меньше будет. У настоящего Добробабина жена была в Киргизской ССР. Этот фальшивый не знает жену, он ее не видел. Там, это все ушло в наши... Это ни один историк-патриот из патриотического направления, ни один левый историк, тех там Сталина защищают, даже не пикнули. Ни у кого сомнений. Вот представляете, ни у кого сомнений. Ну, это анекдот, это вот просто анекдот. Ни у кого сомнений не возникло даже. Мы говорим о бессмертном полку, о воспитании молодежи. На ваших глазах, на наших глазах 28 панфиловцев, ну, просто облили говном. Облили говном, вот так, если говорить. Ни один патриот не вякнул. Как только вышел фильм с Шальёпой, Мироненко эту справку показал, что вылилось на того же Шальёпу, что он хохла Добробабина сделал в фильме героем. Представляете? Ну, погиб Добробабин в бою. Это наша историография. Поэтому книга называется «Клевета на Красную Армию».